Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Турецкой Республики. Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с президентом Казахстана стратегическое партнерство. Подведены итоги работы силовых структур Туркменистана за 2024 год и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Государственного совета безопасности сердечно поздравил военнослужащих и работников военных и правоохранительных органов с наступающим Днем защитников Отечества. Глава государства отметил, что этот праздник является ярким свидетельством огромного доверия и безграничного уважения, оказываемого военнослужащим и сотрудникам военных и правоохранительных органов, а также проявляемой заботы о них. В ходе расширенного заседания Государственного совета безопасности президент Туркменистана подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел, включая службы дорожного надзора и пожарной безопасности. Сердар Бердымухамедов отметил важность проведения разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил дорожной безопасности и мер пожарной безопасности. Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и наметили новые направления взаимодействия двух стран. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану в связи с пожаром в отеле курорта Карталкая провинции Болу, приведшим к человеческим жертвам и увечьям. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично, глава государства выразил слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором выразил стремление к укреплению двусторонних отношений после своего визита в Монако 19-20 января. Председатель Халк Маслихаты выразил уверенность в эффективности диалога между странами и готовность расширять двустороннее взаимодействие. Принц Гарри достиг мирового соглашения с медиакорпорацией Руперта Мердока по делу о прослушке телефонных разговоров. Изначально монарший представитель планировал передать спор в суд, однако стороны договорились до начала заседания. News Group Newspapers согласилась не только выплатить значительную денежную компенсацию, но и официально извиниться за вмешательство в частную жизнь принца. Компания признала противоправность действий журналистов The Sun, включавших незаконный сбор персональных данных. На открытии Всемирного экономического форума в Давосе состоялась торжественная церемония вручения наград Crystal Awards, отмечающих достижения в сфере благотворительности и социальных инициатив. За многолетнюю деятельность по защите прав детей в глобальном масштабе награды был удостоен бывший английский футболист и посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм. Полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев впервые вышел в стартовом составе жодинского торпедо Белаз в товарищеском матче против Энергетик БГУ, который завершился победой автозаводцев со счетом 1-0. Ранее сообщалось, что 24-летний футболист находится на просмотре в жодинском клубе. Трансферная стоимость Чарыева, по данным портала Трансфермаркт, составляет 300 тысяч евро. 18 клубов обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов за один тур до окончания основного этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8, выйдут напрямую в 1/8 финала, а еще 16 участников сыграют в стыковом раунде плей-офф. Победители этого раунда пройдут в 1/8 финала, а проигравшие продолжат евросезон в Лиге Европы. Все 18 матчей 8-го заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в ночь с 29 на 30 января и начнутся одновременно в 00:00 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.